образования, минут 20. А сегодня столько проектов, и вообще в последнее время, да, что мы не умещаемся даже в отведенное время доклада министра на республиканском совещании, 40 минут. Столько проектов реализуется на муниципальном уровне. Мы раньше думали, как бы кванториум там один на республику получить. А теперь у нас во многих районах появляются мини-кванториумы, мы видим эти точки роста, большое количество инфраструктурных проектов. И, конечно, нельзя не радоваться тому развитию, которое получает система образования, в том числе в Республике Татарстан, и тому вниманию, которое уделяют. Раньше мы все хвалились только капитальным ремонтом школ. Теперь у нас есть большое количество содержательных проектов, которые включают в себя и дополнительное образование, и дополнительный акцент на, естественно, научные предметы. Поэтому, безусловно, здорово, что мы в этом направлении движемся, и что Актанышский район тоже один из лидеров в этих направлениях. Сегодня узнали, что район буквально уже скоро обгонит Бугульму по количеству, значит, олимпиадников. И, во-первых, хочется вас всех поздравить, потому что это общая заслуга и лидерство, да, Энгеля Ильича, руководителя отделов образования, и, конечно, директоров школы, всех учителей, которые работают с этими талантливыми учениками. То есть вы грамотно реализуете те задачи, которые перед вами ставят. И хочется верить, что есть небольшая, самая маленькая толика здесь в этом успехе Казанского университета, который где-то поучаствовал, может быть, дал дополнительную мотивацию, может быть, каким-то образом повлиял на вашу активность, прежде всего на активность директоров управленческих команд в прошлом году и в этом году, потому что мы чуть-чуть... Я не напрашивался. Спасибо большое, коллеги, вам прежде всего. Но сегодня Энгель Ильич попросил выступить с небольшим докладом таким не про университет, и не, может быть, больше не столько про школьное образование, да, а в целом обозначить контекст, потому что это тоже всегда очень важно. То есть понимать, в каком контексте мы с вами работаем. Хотя этот контекст, на самом деле, очень сильно изменился даже за последние полгода. Мы с вами тоже, может, чуть-чуть этого коснемся. Мы привыкли, нам год назад, 2 года назад нам говорили о цифровом безоблачном будущем, когда все мы будем с вами использовать цифровые технологии в образовании, и что цифровые дистанционные технологии, прежде всего, они будут настолько эффективными, что, не дай бог, заменят и учителя на каком-то этапе. Мы с вами отлично поняли за последние полгода, что этого не случится, по крайней мере, в ближайшие десятки лет. Потому что цифровые технологии, которые мы с вами имеем в образовании, к сожалению, не дотягивают до того уровня эффективности, который показывает обычный учитель в обычной классной комнате. Это нужно понимать, что мы попытались, нам много обещали, что когда-нибудь случится этот цифровой рай, но вот проверили, не получается пока. Это не только там, в Республике Татарстан, это не только в Российской Федерации. По всему миру есть настроение в большом разочаровании в цифровых технологиях, в том числе в сфере образования. Потому что понимают, что, конечно, по эффективности коммуникации, по эффективности их работы, они пока не удовлетворяют тем требованиям и даже не выходят на уровень обычного учителя, который коммуницирует вживую со своими учениками. Этому посвящено большое количество исследований, которые говорят ровно об этом, да, что учитель всегда эффективен при личном контакте и соприсутствии. Но и практика большинства из вас, наверное, в том числе родителей, учеников, учителей, говорит примерно то же самое. Да, что большого там, успеха мы пока не видим этих технологий. Мы надеемся, что вот эта ситуация, с которой мы с вами столкнулись весной, она будет дополнительным толчком и мотиватором для большого количества компаний, IT-компаний прежде всего, для каких-то стартапов и проектов, которые, возможно, выведут эти технологии на более качественно высокий уровень, но пока этого не произошло. Тем не менее, сегодня мы должны поговорить о цифре, и я прошу следующий слайд. Если это возможно. Ага. Ну, не знаю, сколько хорошо вам видно. Говоря о цифре вообще, да, и в частности о цифровой трансформации, мы говорим не только об образовании, да, мы прежде всего о рынке труда и экономике, наверное, об этом мы должны говорить, потому что мы с вами готовим не в пустоту, мы с вами готовим детей для будущего трудоустройства, для рынка труда, для успешного дальнейшего функционирования в некотором социуме, в обществе, да, они прежде всего должны что-то делать в этом обществе. Они быть должны востребованными, компетентными и найти свое место в этом мире. И, конечно, когда мы говорим о современных цифровых тенденциях, цифровой трансформации, мы прежде всего говорим о тех тенденциях, которые происходят в небольшом количестве стран, на самом деле. То есть это страны, активно развивающиеся, такие поздние и постиндустриальные страны, которые в настоящее время
очень активно восприняли вот эту цифровую повестку и начинают активно модернизировать свои экономики. Вот они здесь в самом правом углу от вас, эти страны. Есть, безусловно, страны индустриальные. Россию в целом относят к подобного рода странам, которые еще не деиндустриализовались, у нас еще есть промышленное производство, что-то пытаемся производить сами, в том числе какие-то, значит, товары, машиностроения и так далее. И меньшую долю в нашей экономике занимают сферы услуг, чем в постиндустриальных странах. И, безусловно, есть ранние индустриальные страны, в которых, кстати, проживает порядка 40% населения земного шара, но которые пока вообще не воспринимают эту цифровую повестку, я имею в виду фундаментальную трансформацию самой экономики. И на самом деле, когда мы говорим о новых рабочих местах, в цифровой экономике, это в большей степени касается позднеиндустриальных и индустриальных стран, то есть нас с вами и, наверное, поскольку любая страна живет в таких двух скоростях, то есть, например, Москву, Санкт-Петербург, Казань в некотором смысле, крупные мегаполисы можно приравнять к постиндустриальным городам и экономикам, да, городским. Но у нас есть большое количество городов и регионов в России, которых сложно отнести к этой категории. И на самом деле там цифровая экономика особенно не развивается. И когда мы говорим о подготовке кадров для какой-то цифровой экономики, то зачастую это кадры, которые, возможно, уедут потом в эти крупные города, либо уедут вообще за пределы страны. И здесь тоже очень важно понимать, что когда мы готовим кадры, мы готовим их для чего-то. Да? Есть ли эти рабочие места вообще, для которых мы работаем. Когда мы ставим в повестку подготовку кадров для цифровой экономики, надо понять, а где она, эта цифровая экономика. То есть есть она на КАМАЗе, есть она на вертолетном заводе, есть она у нас на судостроительном заводе, либо в Татнефти, либо еще на каких-то предприятиях. Безусловно, эти компании стараются трансформироваться, стараются изменяться. Но, безусловно, пока очень сложно сравнивать те производства, которые есть у нас, например, в Германии. Понятно, что это совершенно другой уровень трансформации экономики. И в этом смысле, когда мы часто говорим о том, что у нас образование обгоняет экономику, да, потому что у нас нет достаточного количества высокопроизводительных рабочих мест, где бы эти люди могли быть трудоустроены. В этом тоже есть определенная такая хитрость, поэтому нужно тоже обращать на это внимание. Следующий слайд, пожалуйста. Но, безусловно, мы должны думать о будущем, и мы видим с вами, что цифра она наступает у нас и в быту. Мы с вами с этим столкнулись, да, мы фактически смогли продолжить наше функционирование как членов социума без личного контакта, да, полностью опосредованно через какие-то способы цифровой коммуникации. И у нас, в принципе, это получилось, да, то есть мы смогли прожить несколько месяцев в таком режиме. И это говорит о том, что такая реальность, она возникает, она существует вокруг нас, то есть параллельно с физической реальностью есть и цифровая реальность, в которой тоже появляются свои рабочие места, там появляются свои роли, свои функции, и эта сфера начинает захватывать все больше и больше нашего времени повседневного. Мы все больше и больше времени начинаем проводить не в личных контактах друг с другом, не общаясь с продавцом в магазине, не общаясь с своими учителями вживую один на один или не общаясь с нашими учениками в классной комнате. Мы все больше начинаем с ними общаться опосредованно через какие-то цифровые инструменты. Эти цифровые инструменты, они кем-то создаются, они кем-то поддерживаются, за них мы платим, за их использование зачастую, может быть, не всегда замечаем, на самом деле транзакции, которые у нас проходят, мы в том числе чуть-чуть платим и за ту технологию, которую мы используем. А значит, появляется большое количество рабочих мест, которые фактически являются уже жизнеобеспечивающими. Да? То есть вот одним из основных поручений Путина, когда случилась ситуация пандемии, она была связана с обеспечением интернета в школах, в населенных пунктах, потому что это стало основным способом коммуникации, основным способом поддержания. Если раньше нужно было построить дорогу, да, то есть теперь аналогично по важности провести туда оптоволокно, для того, чтобы этот населенный пункт каким-то образом был с нами на связи. И сейчас вот раздавали на Августовке автобусы. Это, конечно, очень оптимистично. То есть можно было, в принципе, это, конечно, важно, я понимаю, что это, безусловно, это необходимо, но это еще раз доказывает то, что мы все-таки пока поддерживаем традиционный формат обучения. Мы надеемся, что этих детей мы будем подвозить. Да? Они будут сидеть дома и выходить в интернет, и там будут общаться со своими педагогами и так далее. То есть, в принципе, это еще раз мы показываем, что мы пока живем в логике такой традиционной системы. Это не значит, что она плохая. Она показала свою эффективность на протяжении долгого времени. Но, тем не менее, когда мы говорим о будущем, говорим о цифровом мире, мы должны понимать, а кого мы должны готовить для этого цифрового мира. Да? То
есть как мы должны сейчас изменять систему образования для того, чтобы наши дети вот находили свое место в этих цифровых системах, значит, технологиях коммуникации, технологиях продаж и покупок, логистических схемах, да, которые были выстроены для того, чтобы обеспечить людей продуктами питания, какими-то товарами необходимости. Да? То есть многие, наверное, в период пандемии заказывали что-то в интернете. Им привозили либо на точку выдачи, либо домой иногда курьеры привозят. Да, то есть все это системы, которые возникают и возникли достаточно в недавнее время, но уже создали большое количество рабочих мест. И именно эти рабочие места, их количество будет увеличиваться со временем. Мы должны понимать, а какие дети должны выходить из наших школ, какое профессиональное образование они должны получать в дальнейшем, и нужно ли оно вообще, для того, чтобы потом находить место в этих цепочках, и производственных в том числе, да, и потому что иногда мы сейчас уже можем заказать товары, которые еще не произведены. Вот мы их заказали, отправляется заказ на производство, он производит этот заказ, и товар приходит к нам. Сейчас даже книги так продают, книги не печатают заранее. Книги есть, они готовы, их можно напечатать. Я заказываю книгу, ее печатают, и мне присылают. Прям по заказу. То есть вот эти цепочки, они начинают выстраиваться, мы чуть позже об этом поговорим, и они, безусловно, влияют, в том числе, на рынок труда. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, одним из первых товарищей, и на самом деле вы работаете перед на русский язык, и я советую вам, если у вас будет свободное время, как-нибудь хотя бы эту книжку вы прочитать, называется «Шок будущего». Элвин Тофлер, человек, который еще в 80-х годах предсказывал большие трансформации, которые ждут нас впереди, он говорил о том, что будущее будет очень не похоже на то, что у нас было. Мы, безусловно, живем с вами в течение какого-то периода времени, наше поколение живет там, 40, 50, 60 лет уже, да, сейчас, сознательной жизни. И мы, в принципе, стараемся сглаживать те фундаментальные переходы, которые происходят на самом деле в течение нашей жизни. Мы достаточно органично научились пользоваться сотовыми телефонами. Но представьте себе людей, которые в свое время впервые увидели самодвижущиеся тележки, да, как первые машины появились на улице. Люди, которые там, в конце 19 века впервые увидели телеграф, что можно передавать информацию и звук на расстоянии. Это шоки, это фундаментальные сдвиги повседневности. Тем не менее, люди достаточно легко и просто это переживают, они очень быстро привыкают к этому. Но на самом деле Элвин Тофлер говорил о том, что будущее будет фундаментально другим, оно очень сильно будет отличаться от того, что было прежде. Чем оно фундаментально отличается? Следующий слайд, пожалуйста. Прежде всего, своими скоростями изменений. Если для того, чтобы там, в каждый дом более или менее вошло электричество, понадобилось там, порядка 50 лет, для того, чтобы люди начали пользоваться телефонами, прошло 35 лет от изобретения до появления первого продукта, который появляется в домах. Радио потребовалось более 30 лет. Телевидение порядка 25 лет, четверть века. То для того, чтобы люди начали пользоваться интернетом в частных интересах, потребовалось всего 7 лет. А телефон у нас за 7 лет вообще получила четверть населения земного шара. То есть инновации, которые появляются, они очень быстро охватывают мир вокруг нас. И тем самым они фундаментально изменяют и ритм жизни, но и характер этой жизни. И мы с вами буквально недавно слышали о автомобилях, которые ездят совершенно без водителя, с автопилотом. И в то же время, буквально через пару-тройку лет, мы видим, как они приезжают к Крымский мост, как наши КАМАЗы на, значит, автопилотах, которые в том числе, кстати, производились в Казанском федеральном университете, пересекают эту важную артерию. То есть инновации очень быстро приходят, и они очень быстро меняют нашу повседневность.